Здравствуйте, в эфире программа «Новый Казахстан». Гость нашей студии – экскурсовод областного краеведческого музея Алена Осикова. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Вот такой первый вопрос. Областной историко-краеведческий музей – один из старейших музеев в Казахстане. Вот расскажите историю его создания. Действительно, наш музей считается одним из старейших в нашей стране. Основан он был еще в 1915 году. И первые выставки проходили у нас при Народном доме. А Народный дом – это в то время был главный культурно-просветительский центр нашего города. Само это здание историческое, в 1902 году оно было основано. Вот современники, наши жители Усть-Каменогорска, они знают это здание как бывший театр драмы имени Жамбыла, который расположен как раз по улице Тахтарова. Ну и первые выставки – это были частные выставки местных коллекционеров, энтузиастов. Потом важная такая веха – это 1939 год, когда вот наш город стал областным центром Восточно-Казахстанской области, и музею тогда присваивается статус областного. Военные годы были тяжелыми, здесь музей несколько раз закрывали, потом снова открывали и работу полностью восстановили уже в 1946 году. Тогда же назначили директора музея, это был Конторез Василий Михайлович, директор. Ну и вот большой проблемой для нас долгое время было то, что у нас не было своего здания, а для полномасштабной работы, конечно, нужно помещение. И вот в 1947 году музей получает первое здание по адресу Максима Горького, 20 тогда еще. Чуть позже был утвержден штат, тогда сложно представить, всего несколько человек в музее работали, директор, научный сотрудник, художник был и техперсонал. Ну а на 1 января 1948 года уже в фондах находилось 1446 экспонатов, 266 человек прошли за год, посетили наш музей, и 5 экскурсий тогда еще. Сравнить с сегодняшними цифрами, 5 экскурсий за год провели сотрудники для школьников. Ну и следующая такая важная дата для нас – это 1967 год, когда мы получаем новое здание по адресу Рицкого, 40. Всем известно, это сейчас улица Касыма Кайсенова, 40. И наши постоянные посетители, они знают, что там мы находимся до сих пор. А вот расскажите о фондах музея, как они формировались и какие есть уникальные экспонаты в фондах? Ну вот действительно, у нас получается уже более 100 лет нашему музею, и за это время он стал главным таким хранилищем памятников культуры и истории нашей области. Уникальнейшей является, конечно, археологическая коллекция. Археологическая коллекция формировалась, получается, еще с 1947 года. В ней находятся все материалы всех экспедиций, которые проходили, вот археологические именно экспедиции, которые проходили в нашей области. И там представлены артефакты из древних захоронений, обнаруженные выдающимися археологами и учеными советского периода Сергеем Сергеевичем Черниковым, Фраей Хабибулловной Арслановой и, конечно, выдающимися археологами нашего времени. Это Абдеш Ташкенович Талюбаев, к сожалению, скончался в 2023 году, несколько лет назад. И, конечно, Зейнала Самашевич Самашев, наш земляк, с которым мы тесно сотрудничаем. А вот если говорить об археологических экспонатах, откуда можно увидеть экспонаты, с каких мест раскопок и что интересного можно увидеть, что это за экспонат? Ну вот, например, один из уникальных экспонатов, который у нас постоянно хранится в фондах, мы его редко показываем в выставках, это бронзовое зеркальце с руническими письменами. Оно было найдено в Зевакинском могильнике как раз Ферраи Хабибулловны Арслановой в 1969 году. Это зеркальце принадлежало знатной женщине кемакского происхождения, 9-10 век примерно его происхождения. И вот когда его нашли, это была настоящая такая сенсация научная. Дело в том, что на бытовых предметах именно кемакского периода руны древние очень редко находят. Это вот такой, можно сказать, эксклюзив. Но вот здесь стоит, наверное, упомянуть, что часто посетители приходят, спрашивают, откуда руны, почему они сразу представляют скандинавские страны. Это наши древнетюркские руны, это архонно-енисейская письменность, один из древнейших языков как раз древних тюрков.
А вот расскажите про выставку «Золото Великой Степи», потому что она такая вот нашумевшая и побывала уже во многих странах мира. Что интересного можно в ней увидеть и почему она вот так вот стала известна на весь мир? Золото Великой Степи, ну, конечно, вот археологическая коллекция – это вот главная наша гордость нашего музея. Вот, как мы уже говорили, материалы с 1947 года там представлены. Но вот что интересно, настоящая история вот пишется именно сейчас на наших глазах. На наших глазах археология переживает настоящий расцвет, и связано это с тем, что в 1916 году у нас стартовал долгосрочный проект. Это программа научно-исследовательских работ в сфере археологии, именно в Восточно-Казахстанской области. Изначально она была рассчитана на несколько лет, но вот каждый год эту программу продлевают, к счастью, и она действует до сих пор. Получается, она уже у нас 10 лет функционирует, действует. Были обозначены перспективные направления. Это вот программа Алтай-Тарбагатай с эпохи бронзы до раннего Средневековья и программа «Памятники древности и Средневековья Шелектинской долины и предгорий Тарбагатая». И вот все эти годы, 10 лет, раскопки проходят под руководством ведущих археологов. Опять же, Абдеш Ташкенович Талиубаев и Зинала Самашевич Самашев в основном руководили раскопками. Раскопки проходят, изучаются некрополи Шеликты, Зайсанский район, Кантон-Карагайский район, это некрополи Берель-Каракаба, Тарбагатайский район, некрополи Илики-Сазы. Вот сейчас последние годы Акбаур. В основном вот в последние годы раскопки сосредоточены как раз на Акбауре. И вот за эти годы более 20 тысяч артефактов было обнаружено. Огромный такой объем. А вот расскажите, что у вас есть за реконструкции, которые представлены вот в частности на этой выставке? Чем они уникальны и что благодаря их просмотру можно узнать? Ну вот археологические артефакты, мы говорим, 20 тысяч экспонатов найдено, все это поступает к нам в музей, и вот благодаря этому мы как раз создали выставку «Золото Великой Степи». И вот там как раз главные особенности – это настоящие подлинные золотые украшения из древних захоронений, это вот все элементы одежды, головных уборов, конского снаряжения. И вот, конечно, реконструкции внешнего облика и одежды знатных людей того периода времени. Это исаакский период времени, 8 век до нашей эры, и кимакский период времени, 9-10 век нашей эры. Ну вот, в основном все реконструкции, они разработаны двумя реконструкторами нашей страны. Это Каляла Ахмеджанов, он для нас делает все реконструкции, и Крым Алтынбеков, он реконструкцию делал урджарской жрицы, обнаруженной в 2013 году. Вот если говорить о фондах музея, как они пополняются? Ну вот, конечно, главный источник пополнения фондов именно в современное время, вот в наши дни, это археологические раскопки, потому что действительно вот, каждый год на 3000 экспонатов пополняются фонды музея. Но вот здесь надо сказать, что это не единственный такой путь. Очень есть теплые, интересные истории. Многие предметы попадают к нам благодаря неравнодушным посетителям, потому что люди приходят, оставляют в музее семейные реликвии, предметы, которые им очень дороги, то, что сохранялось у них от бабушек, дедушек, прабабушек. И они приходят, оставляют это в музее, потому что они хотят как бы подарить вещи бессмертия, дать ей вторую жизнь. А для нас это такой тоже бесценный дар, мы это очень ценим всегда. Ну вот 2024 год, 2 года назад, тоже был такой интересный случай. Жительница Усть-Каменогорска подарила музею коллекцию колокольчиков. Она всю жизнь их собирала. В каких городах, странах была, привозила оттуда колокольчик. Всего 39 штук сдала. Там и деревянные, металлические, фарфор, гжель разных предназначений. Но это же для человека очень такой важный момент, важная часть его жизни. Он идет и передает это в музей. И вот еще тоже такой момент, чтобы
далеко за примером не ходить, буквально, получается, 2 месяца назад еще одна жительница Усть-Каменогорска передала в музей фарфоровую посуду фабрики Кузнецова. 19 век она хранила это все. Бабушка привезла эту посуду сюда, и вот она сдала теперь в музей, потому что оставить некому, а вот хотелось бы, чтобы предметы эти жили и дальше, и мы их сохраняем для будущих поколений. А чем уникален кузнецовский фарфор? Может быть, не все знают. Ну, это действительно фабрика, ведущая фабрика 19 века. Фарфоровую и фаянсовую посуду они производили. И вот фарфоровая фаянсовая посуда, в том числе, она была широко представлена и в наших купеческих лавках до революции еще. А вот расскажите про такой способ пополнения фондов музея, как этнографические экспедиции. Что они дают и как они помогают найти и сохранить какие-то уникальные экспонаты? Этнографические экспедиции, ну вот этнографическая коллекция у нас тоже частично формируется за счет того, что приносят сами посетители. Вот как раз этнографическая коллекция формируется и благодаря посетителям нашим. Это и посуда, и одежда. Ну вот и наши сотрудники, особенно вот в прошлом веке, они обходили дома, собирали украшения старинные, одежду, какие-то предметы быта. А вот если говорить о постоянных выставках, какие есть постоянные выставки? Вот мы сейчас поговорили о золоте Великой Степи, а еще есть какие постоянные выставки? Может быть, то, что помогает лучше узнать вот историю края, может быть, природу Восточного Казахстана? Помимо выставки «Золото Великой Степи», конечно, следует отметить зал природы у нас. Это самый любимый зал маленьких посетителей. Вот они всегда идут в зал природы. Ну и если говорить о зале природы, здесь стоит упомянуть, что у нас край, где мы живем, он вообще уникальный. Восточно-Казахстанская область – это уникальный регион, ее называют континентом миниатюре. Географы, краеведы вот такой термин используют, потому что область сама небольшая, но здесь невероятное разнообразие природных зон. У нас получается только около 400 видов птиц в области обитает. А сколько мы видим каждый день, наверное, 10 от силы 15 видов. Ну и фонды отдела природы тоже формировались десятилетиями благодаря экспедициям по нашему краю. И в фондах можно найти действительно очень интересные тоже коллекции. Например, у нас представлена очень богатая коллекция полиметаллических руд и цветных металлов нашего края. Это одно из главных богатств, конечно, полиметаллы Восточного Казахстана. Геолого-минералогическая коллекция включает в себя некоторые экспонаты из разных уголков Земли, не только наши, мы там имеем предметы. Ну вот, например, есть такой удивительной красоты минерал, чудо природы, гипсовая роза из пустыни Сахара. Она была представлена, подарена нам нашему музею. У нас находится там осколок железного сихотэ-алинского метеорита. 1 килограмм, 12 февраля 1947 года упал на Землю этот метеорит. Исландский шпат из района падения Тунгусского метеорита также представлен. Ну вот, а если говорить о самых древних экспонатах, это тоже, конечно, коллекция отдела природы. Это окаменелости строматолитов 2 миллиарда лет. Этому экспонату это вот скопление цианобактерий, которые потом наполнили как раз кислородом нашу планету и позволили распространиться жизни на Земле. Есть коллекции отпечатков древних растений, древней флоры и фауны из Тарханского генеалогического разреза. Вот тоже уникальное место в Восточном Казахстане, аналогично только Арденны в Бельгии. Из урочищ Кинкириш, Ашутас, Чакельмес. Есть коллекция фрагментов скорлупы яиц динозавров. К сожалению, полностью кладки не сохранились, но вот скорлупа яиц динозавров, она у нас представлена. Здорово. А вот Тарханский разрез, чем он интересен и что там можно увидеть? Почему он такой вот уникальный и почему всего в мире их 2? Там находится большое скопление отпечатков древних организмов, причем все периоды времени задействованы, и вот слоями четко прослежено, когда проходила граница этих периодов. Это вот такой, получается, настоящий памятник
истории, где мы можем проследить, как проходило развитие жизни на Земле. Ой, вообще здорово. А вот расскажите, есть ли выставка, посвященная истории вот, создания Усть-Каменогорска? И если есть такая выставка, то что в ней можно увидеть и узнать? Да, у нас постоянный зал истории города Усть-Каменогорска. Вообще, вот надо сказать, что фонды богаты и материалами по истории 20 века. Если о 20 веке говорить, у нас можно найти и плакаты подлинные 20-х, 30-х годов, редкие документы. Ну и вот очень большой интерес представляет коллекция фотографий старого Усть-Каменогорска, которая буквально заставляет совершить посетителей путешествия во времени. А вот сам зал истории города Усть-Каменогорска, он показывает всю историю с момента основания крепости, там и карты первой крепости именно Усть-Каменной показаны. И вот до современности представлена история нашего города, материалы о первых поселенцах. Там есть две реконструкции интересные у нас тоже. Это реконструкция первой мечети нашего города и реконструкция Покровского собора 1888 года. Ну, вот они, к сожалению, не сохранились до наших дней, но вот в музее как раз на фотографиях можно их увидеть. Материалы, посвященные тому, как развивалось в городе образование. Это и фотографии первых школ, причем очень интересно, там сохранились и документы, свидетельства. Вот посмотреть очень интересно, например, мы видим оценки, как девочка училась, какие предметы изучала, какие у нее были оценки по этим предметам. И можно сравнить с современным образованием, там очень есть такие необычные моменты, предметы, например, гигиену, гимнастику девочки изучали. Информация о первых, конечно, образовательных учреждениях, вот уже высшее образование, когда появилось, в каких зданиях они размещались, первые училища. У вас в музее также есть и клад, который был найден в Усть-Каменогорске. Да, это тоже в зале истории города у нас находится. Вот район, где сейчас построены торговый центр, Муставы, Императора, там раньше поблизости находилась Татарская Слобода. И вот когда старые дома сносили, был обнаружен клад золотых изделий, украшения, которые включают в себя золото, жемчуг. Здорово. А вот расскажите, когда идет работа над созданием очередной, да, новой какой-то экспозиции, есть же не только постоянные, но периодически какие обновляются. Сколько вообще времени уходит, чтобы создать новую выставку, подготовить экскурсию? Это зависит вообще от масштабов выставки, потому что бывают моменты, когда мы очень быстро, в короткие сроки создаем выставку. Это выставки, посвященные каким-то памятным датам. И вот ее надо буквально за несколько дней, за недельку собрать. Буквально вот у нас в эту субботу проходила выставка, очень красивое мероприятие, посвященное Шамши Калдаякову. У него 15 августа, день рождения композитору. И вот очень красивую выставку сотрудники быстро в темпе собрали, музыка была представлена, у нас сейчас там и как бы рояль стоит, и вот это все не только мы можем наглядно увидеть, но и послушать, ощутить атмосферу. Ну и вот сейчас тоже из таких крупных выставок, которые в последний месяц были созданы, это выставка, посвященная Абаю Кунанбаеву, потому что 10 августа мы как раз отмечаем День Абая. А вот расскажите еще об одной такой постоянной выставке, посвященной Великой Отечественной войне. Зал Великой Отечественной войны у нас тоже постоянно действует. Там хранятся материалы наших земляков, восточно-казахстанцев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Это действительно очень такие важные моменты, потому что у нас и наша область важную роль сыграла в годы войны. Здесь Восточный Казахстан сам был и центром эвакуации. И вот из нашей области 82 604 человека только из Восточного Казахстана ушло на фронт. И вот, конечно, материалы земляков, это опять же то, что люди сами сдавали. Это все можно увидеть, найти у нас в музее. Ордена, медали, материалы, посвященные вот, ключевым для нас, наверное, стоит отметить, это буйзо-населенный пункт Алексина, реконструкция этого боя там показана, потому что его обороняли полностью наши земляки. Вот полки формировались как раз в Семеюсь-Каменогорск. А вот на этой выставке можно увидеть какие-то предметы быта, которые
применялись в годы Великой Отечественной войны, может быть, там какая-то шинель, какой-то котелок, может быть, даже вот эти вот уникальные письма, да, которых практически не сохранились, вот эти вот треугольнички. Да, конечно, там представлена из предметов быта посуда, очень хорошо представлена, одежда. И да, отдельную витрину занимают именно фронтовые письма, треугольнички. У нас в фондах также большая коллекция писем находится. Ну и вот если говорить, что из интересных экспонатов там можно увидеть реликвии Брестской крепости, вот оплавленный кирпич, гильзы, пряжка от ремня. Вот это вот все тоже можно увидеть в самой экспозиции. А вот музей как-то сотрудничает с поисковыми отрядами, которые сейчас вот активно работают на тех территориях, где раньше шли бои. И есть ли какие-то реликвии, может быть, какие-то вот жетончики, еще что-то? Да, конечно, мы сотрудничаем действительно с поисковыми отрядами. И вот несколько лет назад тоже поступило в музей, привезли благодаря этому сотрудничеству получается пуля с землей, с прахом, с братской могилы, где остались вот похоронены наши земляки. Это вот как раз бойцы 238-й стрелковой дивизии. Они же их перевести не представляется возможным. Они остались там под Москвой. И вот эта гильза с прахом была передана в музей. Здорово. А вот расскажите про ваш филиал, который находится в Уланском районе. Чем он занимается и какие там можно вот увидеть артефакты? Ну вот у нас Уланский район, это вот как раз Акбаур, Грот. Дело в том, что Зейнала Самашевич Самашев, ведущий археолог Казахстана, и он наш земляк является, чем мы особенно гордимся. Он родился в селе Бестерек, это буквально рядом с Акбауром. Акбаур вообще место уникальное. Это такое сакральное место Уланского района, где сразу чувствуется особая энергетика. Вот у нас даже когда привозили сотрудников, там воздух, другая атмосфера. Вот это умиротворение, гармония ощущается сразу. Его часто называют казахстанским Стоунхенджем. И вот долгое время Акбаур был известен только как место, грот, где находили наскальные рисунки неолитического периода, около 80 наскальных рисунков в гроте. Но вот сенсация происходит именно в последние годы. Там начинают проводить раскопки под руководством, опять же, Зейналы Самашевича Самашева. И обнаружены были оседлые поселения эпохи раннего железа, это сакский период. А о саках часто как раз о них представления до сих пор бытуют как о чисто кочевой культуре, но тут мы видим что? Тут мы видим частично сохранившиеся помещения хозяйственные, жилые помещения, печи плавильные были найдены. Это все показывает, что они действительно жили там и занимались металлургией, занимались земледелием в том числе. Ну и вот поскольку там очень много артефактов, вот такая необходимость возникла, там создан филиал, это именно археологическая направленность. Все, что находится сейчас на Акбауре, остается там в музее, мы экскурсии также там проводим, археологи читают экскурсии, школьников активно возят на Акбаур. А скажите, вот есть ли в музее реставраторы? Или, может быть, есть возможность пригласить реставраторов? Или же какие-то вот материалы отправить, вот какие-то экспонаты для реставрации? Ну, да, в музее есть реставраторы, но мы обычно обращаемся за помощью вот к столичным реставраторам. Реконструкцию у нас делают это вот как раз ведущие реставраторы Казахстана. Калиала Ахмеджанов и Крым Алтынбеков. А насколько важно, вот в музее огромные фонды, да, различные, насколько важно, чтобы на фондах соблюдалась правильно, может быть, температура, световой режим хранения? Ведь у вас хранятся тысячи уникальных экспонатов. Да, это одна из причин, как раз почему мы не показываем все экспонаты в коллекциях постоянно, в наших экспозициях. Дело в том, что действительно экспонатов много хрупких, им нужна соответствующая температура, соответствующее освещение. И вот поэтому в фондах они в покое, в темноте находятся и сохраняются, буквально законсервированы для следующих поколений. А вот в выставках такое обеспечить невозможно, там и фотоспышки постоянно, посетители фотографируют, снимают. Поэтому вот не все артефакты мы действительно можем показать вот так вот открыто.
Мгм. А скажите, вот сейчас вот современное музейное дело, оно приветствует, чтобы показывались везде и всегда оригиналы найденные, да, какие-то вот уникальные, может быть, также в ходе раскопок, или же часто, чтобы сохранить оригинал, как вы сказали, да, там нужен и температурный, и световой режим, иногда в каких-то, может быть, передвижных выставках используется копия этого уникальной находки, а оригинал как раз вот бережно хранится где-то в фондах. Ну да, бывает такое. Но мы все-таки обычно вот у нас передвижные выставки, если по школам говорить, Мгм. то это коллекция природы, мы ее Мгм. оригинальную показываем. Археологическую тоже обычно оригинальную. Но вот если какие-то документы в экспозициях, копии, фотографии, например, документов представлены. А вот если говорить вот о создании вот выставок, создаются ли у вас выставки к различным праздникам? И насколько вот сложно подготовить такую вот обширную выставку? Ну, такой, давайте, яркий пример — Новый год, который все очень любят. Это да, это, конечно, каждому празднику готовится отдельная выставка. У нас доброй традицией стало перед Новым годом проводить выставку елочных игрушек. И вот в фондах действительно находятся елочные игрушки с ранних времен, с 30-х, 40-х годов, 50-х. Коллекция собиралась тоже нашими сотрудниками и посетителями города. Это вот очень интересно посмотреть, какую эволюцию прошли елочные игрушки с 30-х годов и вот до наших дней, до современности. А вообще была когда-то, ну вот есть мода вообще в елочных игрушках или нет? Ну, я считаю, что, конечно, да, это с детства атмосфера праздника, а мода действительно менялась под каждое время, под каждую эпоху. А вообще вот, если говорить о елочных игрушках, какие есть уникальные вот такие вот экспонаты? Ну, это, наверное, самые старые, самые ранние игрушки из ваты там были представлены. Елочные игрушки времен Великой Отечественной войны, которые военные тематики, такие вот суровое время, но вот елочные игрушки делали в виде солдат, в виде военной техники какой-то. А вот в годы войны, получается, тоже, да, праздновали Новый год? А вообще, если говорить о моде на новогодние игрушки, вообще в новогодние игрушки они отражались как-то вот популярные какие-то герои, может быть, какие-то политические темы, успехи страны? Тематические обычно, политические тоже есть, посвященные, например, космонавтике, вот какие-то такие тематики используются. Ну, чаще, наверное, вот уже в более современное время, 70-х, это все-таки старались сделать такую атмосферу, не связанную с какими-то такими моментами, что-то такое более беззаботное, изображение животных, например, изображение, ну, вот стеклянные шары, конечно, обязательно. А вообще, насколько сложно сохранить такие вот хрупкие экспонаты? И насколько вот часто они, может быть, попадаются, может быть, вам их приносят? Или наоборот, это очень редко, когда приносят те же какие-то шарики из стекла там ранних времен? Ведь это же очень хрупкое. Ну вот я честно скажу, за время, которое работала, стеклянные игрушки нам не приносили. Это вот формировалась коллекция давно, но это действительно большая редкость. И сохранить это довольно сложно. Мы вот каждый год оформляем. Большой риск — это когда именно идет оформление выставки, потому что в фондах каждый предмет четко на своем месте находится, там ему ничего не угрожает. Но в момент, когда мы переносим, оформляем, действительно есть риск, что что-то может случиться. А вот если говорить про уникальные экспонаты, вот вы привели, да, примеры, когда люди вот недавно дарили. А есть какие-то такие вот примеры, когда дарили совершенно уникальные какие-то потрясающие вещи, может быть 10, может быть 20 лет назад. Был такой важный и значимый подарок именно для музея. Ну вот нет, здесь я на моей памяти, да? К сожалению, я такого не вспомню. А что чаще всего приносят? Вот вы сказали, что фонды пополняются, что жители приносят? Приносят посуду,
приносят технику, вот, например, машинки швейные. Зингер у нас, наверное, у многих, у бабушек, у дедушек они были, часто тоже приносят. Пластинки бывают, граммофоны, ну, вот такие вот предметы, которые в быту служили. Одежду часто сдают. Часто сдают, вот как раз, если говорить об этнографической коллекции, предметы, которые рукодельницы делали. Ну вот приносят тоже, мама или бабушка вышивала. Вот эти вот полотенца, рушники, пояса тоже сдают часто в музей. А что вообще можно считать музейной ценностью? И через какое количество времени какой-то предмет представляет историческую ценность? Ну, предмет, сразу любая вещь, как попадает только к нам в музей, она сразу получает статус музейного предмета. Ей сразу же на нее составляется акт приема, и присваивается инвентарный номер. Поэтому любая вещь после того, как она инвентаризацию пройдет, она уже становится, можно сказать, музейной ценностью, принадлежит государству. А вообще, сколько должно быть экспонату лет, чтобы он мог попасть в музей? Это 50, 100 лет? Нет, это не имеет значения, это вообще не важно. Вот у нас с древнейших артефактов археологическая коллекция и уже какие-то предметы быта советского периода. А здесь даже не столько возраст, сколько он вообще какую-то ценность представляет, насколько он уникален, редок может быть. Но это получается, прежде чем принять в фонды музея, это собирается какая-то комиссия, чтобы определить, действительно ли этот экспонат ценен, чтобы взять его на хранение в фонды? Ну, вообще, да, комиссия собирается, но мы как бы стараемся предметы все принимать сейчас. Такого нет, потому что все равно люди приносят, это как бы страницы истории определенного периода, будь то 90-е, 80-е, 70-е годы. А когда вы создаете какую-то вот очередную экспозицию, как-то вы сотрудничаете? Может быть, вы демонстрируете не только из фондов музея какие-то предметы, но, может быть, и какие-то предметы из коллекции как раз вот наших коллекционеров Восточно-Казахстанской области? Вообще вот у нас как бы планируется сейчас такое ближайшее время. У нас вот сотрудницы наши тоже 2 недели назад очень интересное, красивое мероприятие было. Они нашли антикварную лавку, где вот и представлена коллекция тоже редких предметов. И мы, связавшись вот с владельцами, оформили выставку, посвященную самоварам. У нас вот под открытым небом это проходило, чаепитие, там угощения подавали посетителям. И была представлена, у нас же у самих музеев достаточно большая коллекция, 15 самоваров находится. И вот плюс оттуда тоже редкие, очень красивые старинные самовары разных культур, разных народов, показать, как это все эволюционировало. И вот мероприятие очень такое хорошее получилось. Жалко, что потом начался дождь и гроза. Вот, а скажите, сейчас вот со временем как меняются подходы, чтобы привлечь больше посетителей в музей? Вот вы сказали, да, что чтобы рассказать о самоварах, вы и угощаете чаем, и рассказываете историю самовара, что более такое вот как интерактивное, да, что-то, чтобы да, ну вот, к сожалению, тут никуда не денешься. Современное время, чтобы заинтересовать, завлечь как-то, надо сейчас активно использовать соцсети, поэтому у нашего музея есть, мы ведем и Инстаграм, и ТикТок. Ну, молодежь только так завлекать. Они смотрят страницы, видят эти рекламы. Сейчас очень у нас тоже молодцы наши сотрудники, девочки работают, создают при помощи искусственного интеллекта вот такие красивые афиши. Даже вот это же мероприятие про самовары, там была сделана красочная реклама с говорящим самоваром, который сам завлекал, приглашал. Ой, здорово. А вот если говорить об развитии музея, да, музейного дела, что бы хотелось, в каком направлении бы хотелось вам, чтобы развивался музей? Потому что сейчас вот современные технологии, да, они диктуют свои какие-то требования. Вот я смотрю, что музей тоже активно развивается. Очень много всего интерактивного, очень много всего вот с применением искусственного интеллекта, там какие-то голограммы, еще там что-то. Что бы хотелось, чтобы была какая-то возможность внедрить вашу работу в подготовку выставок?
Ну да, хотелось бы, конечно, вот и какие-то интерактивные программы внедрять, но в основном мы все-таки сейчас сосредоточены на социальных сетях. Но вот интересные моменты мы пытаемся сейчас наши экспозиции оживить при помощи музыки, чтобы в зале природы слышали посетители звуки живой природы. В зале этнографии играла музыка какая-то народная, чтобы тоже атмосферу создавать. Ну а вот помимо этого, помимо, конечно, вот этих направлений, у нас все-таки главное направление развития – это наша археология. Вот хотелось бы к археологии еще раз вернуться и поговорить немножко про выставку эту как раз «Золото Великой Степи», потому что это действительно важные моменты. Вот несколько лет прошло, 20 тысяч артефактов собрали археологи. И вот ведь эти работы, вот эти исследования, они представляют большой интерес не только для нас, для наших соотечественников, но и для зарубежных ученых. Вот поэтому не случайно же такой спрос на выставку, на вот именно выставку «Золото Великой Степи». И у нас получается не так давно, это вот сентябрь 2021 года, по январь 2022 года выставка экспонировалась в музее Фитцвильям, это при Кембриджском университете Великобритании. Там мы 15 тысяч артефактов показывали. И вот это очень важно, потому что люди там, они смогли оценить это все и понять, что здесь на этих просторах жила уникальная цивилизация со своей культурой и искусством. И вот что тоже особенно приятно по итогам этой выставки в 2021 году, у нас наша выставка «Золото Великой Степи» вошла в 5 лучших выставок мира. Это, да, это по версии журнала «Аполло», это очень авторитетный международный журнал искусств, он в Британии выпускается с 1925 года. Вообще здорово. А скажите, вот насколько важно и что это дает, когда есть возможность свою выставку экспонировать в разных городах Казахстана и также вот в разных странах мира? Это, конечно, очень важно с той точки зрения, что вот мы узнаем сейчас нашу историю, свою историю мы узнаем. И вот если даже в Великобритании люди пришли в восторг, удивились, у нас еще же помимо этого мы в 23 году в Турции музей анатолийских цивилизаций в Анкаре тоже выставлялись. И поэтому важно ее показывать и в наших же городах, чтобы новое поколение тоже смотрело и изучало. А вот вы сказали, что у вас бывают выставки такие вот передвижные, вы привозите в школы. А вот насколько важно, когда есть возможность, ну, может быть, ребятам из сельской местности увидеть такие вот разные уникальные экспонаты, больше узнать об истории своего края? Это очень важный момент, это вот как раз работа в том числе и нашего отдела ведется. Одно из важных направлений – это популяризировать историю, наш край, вот, природу, культуру среди молодежи, потому что сейчас детей все-таки, будем откровенны, сложно завлечь, удивить чем-то. Ну вот мы приезжаем, привозим к школьникам, мы обычно смотрим, выбираем тематику, чтобы их действительно заинтересовать. Если говорить о младшем звене, для них природа, они еще как бы вот документы не очень готовы все это воспринимать, но по природе это всегда живой интерес. Животные, птицы, это важно понимать, что действительно в каком уникальном месте мы живем, у нас редчайшая природа, невероятной красоты. Постарше ребятишкам обязательно показываем этнографию и древнюю историю, археологию показываем обязательно. Причем не только, вот, например, «Золото Великой Степи» мы, конечно, по школам возить не будем, только какие-то отдельные элементы, в основном артефакты палеолитического, неолитического периода. Но ребятам тоже очень интересно это узнавать. А вот ребята старшей возрастной категории, вот, к чему больше проявляют интерес? Ребята более старшие возрастной категории, они больше уже интересуются историей. Бывают, ребята приходят такие очень уже развитые, они предметно интересуются какими-то тематиками. Ну вот старшеклассники, они уже знают, кем хотят стать в дальнейшем. Они вот по истории проявляют интерес. Бывает, что приходят ребята, видно сразу с такими наклонностями, что вот это будет исследователь природы, натуралист. Здорово. А вот в этом году в Акбауре продолжаются раскопки. А скажите, сотрудники музея также принимают участие?
Да, у нас и из нашего отдела, из музея, молодые особенно специалисты активно принимают участие в раскопках. Вот сейчас как раз идет сезон, поэтому у нас музей наполовину без сотрудников, потому что они находятся на раскопках. И вот как приедут, тоже что-то интересненькое ждем мы, что они поведают нам. Спасибо вам огромное за интересную беседу. На этом время подошло к концу. Спасибо большое. До новых встреч на телеканале «Алтай».